أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Салям алейкум, азиз достлар. Мы начинаем основной курс по изучению арабского алфавита. Это первый урок, на котором мы рассмотрим первую часть букв арабского алфавита. В первую очередь, конечно, стоит сказать, что изучением звуков и букв арабского алфавита занимаются смежные науки, такие как махаридж и таджвид. Махаридж от арабского глагола хараджа исходить изучает места произношения букв. Это такой раздел фонетики, который мы называем артикуляцией. А таджвид это правило, как правильно и красиво читать Коран. Изучение наук махаридж и таджвид важно с точки зрения религии ислам. Ведь в арабском языке есть звуки, которые не повторяются в других языках или которые непривычны для носителей других языков. И также есть звуки, которые близки по произношению друг к другу для представителей других языков. И чтобы их не перепутать, их необходимо изучать. Когда мы вместо одной буквы произносим, вместо одного звука произносим другую букву, другой звук похожий на него, смысл слова может изменяться. И таким образом может изменяться смысл аятов священного Корана, который мы читаем во время намаза, и соответственно наш намаз может быть не засчитан. Поэтому важно изучать произношение букв арабского языка. Мы понимаем, что между буквой и звуком есть разница. Буква это отображение на письме, определенный знак, который мы пишем на письме, а звук это то, что мы произносим. Мы пройдем и написание арабских букв, и их произношение. Стоит отметить, что как в любом семитском языке, как в любой письменности семитского языка, также и арабская письменность является консонантной. То есть на письме отображаются только лишь согласные звуки. То есть все буквы арабского алфавита являются согласными. Также, когда мы пишем по-арабски, мы пишем справа налево. И поэтому логика письма заключается в том, что мы пишем справа налево и сверху вниз, а не слева направо или снизу вверх. Стоит также отметить, что арабская графика, буквы арабского языка представлены лишь письменным вариантом. То есть нету печатных букв, и нет, соответственно, заглавных букв в арабском языке. И поэтому, так же, как мы пишем на русском языке или любом другом языке от руки, все буквы в одном слове между собой мы соединяем. Также в арабском языке, в алфавите, у каждой буквы есть определенное название, которое читается через долгую гласную. И поэтому название буквы и его произношение в некоторых словах может отличаться. То есть буква может произноситься твердо в названии и мягко произноситься в контексте среди слова. В каждом языке звуки, гласные и согласные, влияют друг на друга. Это справедливо и для арабского языка. И классическим примером влияния звуков друг на друга является произношение верхней огласовки харака фетха, которая с твердыми буквами читается через а с мягкими буквами читается через Итак, в арабском алфавите есть 29 знаков. 28 знаков отображают согласные звуки. И один знак представляет собой лигатуру, то есть буквосочетание, сочетание двух букв лям и элиф, которые пишутся особым образом. И теперь давайте перейдем непосредственно к арабскому алфавиту. Первая буква арабского алфавита это буква элифун. Буква элиф отображает согласный звук, который произносится в конце нашей гортани, в конце горла. Этот звук является смычным и глухим. Он звучит без огласовки, как покашливание. Этот звук является мягким и поэтому произносится через То есть, когда этот звук согласно мы произносим с огласовками, это звучит как привычные для нас гласные. И, у. Однако, когда мы произносим его безгласный, а только саму эту согласную, то тогда получается гортанный взрыв, так называемая гамза. И читается она, например, следующим образом. Я, к, м. Как мы сказали, буква элиф является мягкой, и поэтому читается через Когда мы пишем букву элиф, мы пишем ее в виде вертикальной линии сверху вниз,
которая немного наклонена в левую сторону, и пишем мы ее над линией письма. Вот таким образом. Вторая буква арабского алфавита – это буква Баун. Буква Ба является губно-губной. Когда мы сжимаем губы и потом их разжимаем, образовывается этот звук. Этот звук, соответственно, из-за того, что мы смыкаем губы, является смычным. Этот звук также является звонким. То есть при произнесении этой буквы мы даем голос, работают наши голосовые связки. Эта буква является мягкой и читается через «э». Б, 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 Аб, Аб, Аб. Когда мы пишем букву Ба, мы пишем ее над линией письма, мы ставим небольшую черточку и потом добавляем вот такую лодочку и ставим внизу точку. Давайте напишем еще раз. Черточка, добавляем лодочку и снизу ставим точку. И еще одну. Третья буква арабского алфавита – это буква Таун. Буква Та произносится, когда мы кончик языка прислоняем к внутренней стороне передних зубов и, соответственно, к переднему небу. Прислонив, мы отрываем язык и образуется этот звук. Соответственно, звук Та является смычным. Кроме того, он является глухим, то есть произносится без участия голоса. И этот звук является мягким. Читается через «э». Т. Т, Т, Эт, Эт, Эт. Когда пишем букву Та, мы пишем ее как букву Ба, только вместо точки снизу ставим две точки сверху. Мы ставим небольшую черточку и потом добавляем к нему хвост в виде лодочки и ставим две точки. Продолжим написание. И еще раз. Следующая буква арабского алфавита – это буква Таун. Буква Та является межзубной согласной. Кончик языка мы прижимаем к нижней кромке верхних зубов и слегка прижимаем язык нижними зубами. Когда мы произносим этот звук, язык немного выдвигается и виден между зубами. И похож этот звук на английский соответствующий звук, как в слове thank you. Этот звук является щелевым, глухим, произносится без участия голоса, является мягким, то есть читается через «э». Th, 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 eth, eth, eth. Когда мы пишем букву Таун, она пишется схоже с Ба и Та, только три точки сверху ставятся. То есть мы пишем черточку, добавляем хвост в виде лодочки и ставим три точки. Таким же образом продолжим дальше. И еще раз. Следующая буква – это буква Джимун. Буква Джим представляет собой африкату, то есть слияние смычного звука Д и мягкого щелевого Ж, который произносится слитно, неразличимо между собой. При произношении этого звука мы прижимаем среднюю часть языка к среднему небу, немного ближе к передним зубам, и затем отрываем. При отрыве и образуется этот звук. Этот звук является мягким, читается через «э». Дж, 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 эдж, эдж, эдж. Мы пишем ее первоначальный элемент слева направо, над линией письма, и потом добавляем хвост, который уходит глубоко ниже линии письма, и добавляем точку. Напишем еще раз. И еще раз. Следующая буква – это буква Хаун. Буква Ха произносится из середины горла, это так называемая верхнефарингальная согласная, произносится она в нашей гортани.
Это щелевой и глухой звук, то есть произносится без участия голоса. И произносится он таким образом, как будто мы хотим, чтобы стекло запотело, и дуем на него. Это твердая согласна, и поэтому читается она через А, без хрипа, таким образом. Ха, 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 ах, ах, ах. Давайте посмотрим, как пишется эта буква. Буква Х пишется аналогично букве Джим, только безо всяких точек. Мы пишем элемент, который пишется слева направо, над линией письма, и добавляем к нему хвост, который уходит глубоко вниз, без точек. Напишем еще раз и еще раз. Следующая буква – это буква Хаун. Буква Х является так называемой язычковой, то есть она произносится в месте слияния ротовой полостью с гортанью, и при ее произношении участвует язычок. И произносится она с определенным хрипом. Эта буква является щелевой, глухой, произносится без участия голоса и является твердой, читается через А. Ха, 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 эх, эх. Эх. Стоит отметить, что гласный И, этот звук не смягчается, как в русском языке. В русском языке мы говорим хи, но в арабском языке будем говорить хи, хи, их, их. Давайте посмотрим, как эта буква пишется. При написании буквы Х мы добавляем точку сверху. Пишем элемент, который пишется над линией письма слева направо, и добавляем хвост и точку сверху. И следующая буква – это буква Далюн. Буква Даль произносится, когда мы кончик языка прижимаем к внутренней кромке передних зубов и, соответственно, к верхнему небу, и затем отрываем язык. Этот звук является смычным и звонким, произносится с участием нашего голоса, и этот звук является мягким, поэтому читается через Э. Д, 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 Эд, Эд, Эд. Давайте посмотрим, как эта буква пишется. Когда мы пишем букву Даль, мы пишем ее сверху линии письма, и это важно, чтобы не перепутать ее с буквой Ра. При написании Даль мы ставим небольшую линию, которая спускается сверху вниз, и добавляем к нему хвост. Вот так, и еще раз. Буква Даль. Буква Далюн. Буква Даль является межзубной согласной. Мы кончик нашего языка прижимаем к нижней кромке верхних передних зубов и слегка прижимаем нижними зубами. Вытягиваем язык чуть меньше, чем при произношении буквы Таун. Звук Даль похож на аналогичный звук в английском языке, как в слове they. Этот звук является щелевым, звонким, с участием голоса и является мягким. Произносится через Э. The, the, эз, эз. Давайте посмотрим, как пишется эта буква. Буква Даль пишется так же, как и буква Даль, только над ней стоит сверху точка. Она пишется сверху линии письма, и это важно, чтобы различить ее с буквой Зай. Следующая буква – это буква Раун. Когда мы произносим звук Ра, кончик языка загибается и поднимается к верхнему небу. За передними зубами на верхнем небе есть небольшой бугорок, к нему и прислоняем мы кончик нашего языка. И кончик языка дрожит при произнесении этого звука, поэтому этот звук называется дрожащей сонантой.
Этот звук является твердым, читается через А, однако иногда он может читаться мягко, в случае, когда к нему добавляется гласное И. Ра, 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 р, р, р. И с И произносится мягко. Ри, ри, ир, ир. Давайте посмотрим, как пишется эта буква. Буква Ра начинается над линией письма, но ее хвост уходит ниже линии письма. И этим она отличается от буквы Даль. Мы ставим вот такой знак, потом к нему добавляем хвост, который уходит вниз. И следующая буква арабского алфавита — это буква Зейнун или Заюн. При произнесении этой буквы кончик нашего языка прижимается к внутренней стороне нижних передних зубов и затем приближается к верхнему небу, в образовавшуюся щель, и произносится этот звук. Этот звук является таким образом щелевым, звонким, с участием голоса и является мягким. Читается через Читается также этот звук четче, чем аналогичный звук в русском языке. З, 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 Эз, Эз, Эз. Давайте посмотрим, как эта буква пишется. При написании буквы Зейн мы пишем ее так же, как и букву Ра, только сверху ставим одну точку. Следующая буква — это буква Синун. Звук буквы Син произносится, когда кончик языка прижимается к внутренней стороне передних нижних зубов и приближается к верхнему небу. Этот звук является щелевым, глухим, без участия звука произносится, и звук является мягким, читается через Читается также он четче, чем в русском языке. Следующим образом. С, 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 С. Мягко, как в слове синька. Когда мы пишем букву Син, мы пишем ее основной элемент в виде трех зубчиков над линией письма, таким образом. Причем второй элемент чуть длиннее, чем первый. И потом сюда добавляется хвост, который уходит глубоко вниз. Давайте напишем еще раз. И еще раз. И последняя буква, которую мы рассмотрим в рамках данного урока, это буква Шинун. Буква Шин произносится, когда мы среднюю часть языка прижимаем к среднему небу, оставляем небольшую щель. Этот звук является щелевым, глухим, произносится без участия звука. Также этот звук является мягким, и он произносится мягче, чем соответствующий звук в русском языке. Ш, 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 Эш, Эш, Эш. Давайте посмотрим, как эта буква пишется. При написании буквы Шин также пишется, как и буква Син, только сверху ставится три точки. Пишем три зубчика, добавляем хвост и ставим три точки. Первая, вторая, которая чуть длиннее, и три точки. И еще раз. Хвост уходит глубоко ниже линии письма. На этом мы завершаем наш урок. Оставшуюся часть букв вы можете посмотреть во второй части данного урока. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.